Всем привет! Сегодня будем делать частичную замену жидкости в КПП. Будем сливать старую жидкость и заливать новую, но частично. Для этого мне понадобится 4 литра вот этого масла, то бишь жидкости, небольшой набор инструментов и емкость для лития старой жижи. Также нужно будет изобразить какую-то воронку со шлангом для того, чтобы залить новую жидкость. Ну и так, приступим. Емкость для слива отработанной жижи. Ее сделаем из пластиковой канистры из-под масла. Старые у меня в гараже остались. Сейчас вырежем здесь отверстие. Она объемом 5 литров. Слить мне надо, сольется у меня 4 литра, так что вполне хватит. Приемная емкость для жижи. Для того, чтобы открутить сливную пробку, понадобился шестигранник. Шестигранник на 10. Сейчас мы попробуем все это сделать. Немножко туда его подзабьем, чтобы не сорвать резьбу. И попробуем открутить. Так, откручиваем сюда. Да, не так-то это просто. О, все, пробочка сорвалась. Как все тут плотно сидит, это хорошо. Отверстие не раздолбано. Вот теперь самый такой мерзкий моментик. По идее, тут надо перчатки. Она уже побежала. И ключик не вынимается. Какая она... Эй. Ну, можно и так попробовать. Если времени много, то можно и так попробовать. В общем, сейчас мы все это сливаем. Сливаем жижу. Закручиваем пробку. И наливаем новую жижу. В общем, для заливания жижи в коробку вот пришлось изобрести вот такую вот штуку. Это, в принципе, простая бутылочка PET 0,5 литра. Пробка, в ней проковырял дырку, вставил шланг. Насколько он? На 12, по-моему. Он прекрасно, вот этот конец входит в отверстие для щупа. И все это залил клеем. В общем, будем сейчас пробовать, как все это будет на самом деле. Значит, выкрутила все-таки эту пробку. Так, ну вот, масло слилось. Полностью мне его сливать смысла нету. Поэтому берем пробочку. Где она у меня? Вот она у меня. Берем пробочку. Тут не забываем про шайбочку. Желательно ее, конечно, ставить новенькую. Это уплотнительная шайбочка. Служит для того, чтобы вы тут резьбу не срывали, а подтянули немножко, и никакой течи не было бы. Так, ну что, полностью смысла нету сливать, потому что это частичная замена. Так вот, раз. И закручиваем. Пробочку надо подтянуть. Пока что слегонца. Вот, в принципе, вот этого, по идее, должно быть достаточно. Для чего вытирается? Вытирается для того, чтобы я буду в течение 2-3 дней еще наблюдать, нет ли течи. Чуть-чуть подтягиваем. Но, скажем так, без фанатизма сорвать здесь резьбу на поддоне. Это элементарно. Все. Теперь можно приступать к залитию масла, то бишь жижи. Пока все оставляем так, идем смотреть, как вскрывается канистра с маслом. Так, я вообще первый раз пользуюсь таким маслом. Так, вот это я понимаю, что для того, чтобы удобно было заливать, типа вороночки небольшой. Все написано иероглифами, очень и очень даже понятно. Так, я так понимаю, что это колечко надо куда-то отогнуть и как-то вырвать. Интересно. Ага, вот так вот, да? Угу. И что дальше? Ну,
вот теперь наступило время отвертки. Я так понимаю. Что дальше-то делать? Надо было хоть YouTube посмотреть, как все это делается. Вот так, наверное, должно было случиться. Вот. А теперь чем-нибудь подтыкаем. И все. Значит, вот он у нас щуп. Вытаскиваем его. Стираем, чтобы не обляпаться. Вот, и вот в это вот отверстие, вот он, я сейчас пальцем в него залезу. В него надо залить масло. Сейчас мы принесем наш прибамбас и будем заливать. Таким вот образом вставляется туда шланг. Вот, и потихонечку будем заливать масло. Но я вот думаю, как-то это сильно высоко, плюс жижа сюда нальется, она куда-нибудь упадет. Сейчас обрежу шланг. Вот неудобно здесь это делать. Да, и вот так вот тоненькой струйкой. Значит, на щупе есть две метки. Cool и hot. Соответственно, уровень на холодную, уровень на горячую. И надпись, что должно заливаться в коробку. А потом уже буду проверять на холодную, на горячую, если что, долью. Главное не переливать, потому что переливать в нашем случае вредно для коробки. Смотрим, что мы там назаливали. Щуп вталкиваем полностью, чтобы защелкнулась пружинка. Затем высовываем и смотрим. Так, ну у меня уже почти то, что мне надо. Завести мотор. Масло разойдется по всей системе. Масло, говорю, жижа разлетится по всей системе. И последовательно переключать передачи, парковка, нейтраль, задний ход, дэшка, двойка, элька. Во всех режимах ее погонять и замерить еще раз масло. Если нужно, надо будет долить. Идем в машину, заводим и гоняем во всех режимах. Вот заодно смотрим, что у нас тут с пробочкой. Пока все ровненько, никаких капелек, ничего нету. Все, заводим автомобиль. Ну вот автомобиль на ручнике, на парковке. Система готова. Система готова. Заводим. Здравствуйте. Автомобиль с нами поздоровался. Ну что вот тут, как вот показывать? Значит, вот так вот нажимаем тормоз. Задний ход. Нейтраль. D. Как она? Драйв. Вторая скорость. И L-ка. А L-ка у меня почему-то не включается. Двойка. Ой, дэшка. Нейтралка. R. Парковка. В принципе, все. Сейчас идем. Вот, двигатель уже прогрелся. Да, двигатель прогретый. И сейчас мы смотрим, получается, масло на горячую. Греется оно там очень быстро. Вот, смотрим. Нам надо чуток долить. И доливаем чуток. В последующие несколько дней я все равно буду уровень контролировать. Смотреть. Ну вот и все, в принципе. Процесс завершен. Процесс нехитрый. Понадобилось, получается, сделать самому заливную горловину, канистра с жидкостью, шестигранный ключ. И в принципе все. Вот сейчас будет доказательство, что после этой замены масла все хорошо, что машина двигается.